перед тем, как я объявлю тему нашей следующей сессии, хотел бы рассказать маленький анекдот. Анекдот такой. Когда я хочу назвать мой возраст, я говорю так. Я настолько стар или молод, что еще помню то время, когда бандиты были без погонов. К счастью, существуют силовые структуры, не только которых можно отнести к бандитам, а которыми можно гордиться. И это и есть наша следующая тема. Я рад передать микрофон нашему модератору Андрею Образцову, руководителю неправительственного объединения, активисту, который в настоящее время проживает в Эстонии. Андрей, вам слово. Добрый день, Михаил, добрый день. Да, только фамилия у меня Обозов, так получилось. Но это ладно, это там скорее всего, с белорусского она. Так, добрый день, уважаемые участники, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас наша тема – это силовики. Это то, что происходит у нас в стране, это вот правовой беспредел, который у нас происходит. И, собственно говоря, у нас есть возможность выслушать тех, кто покинул эту силовую систему, не отказавшись от сотрудничества с этими властями, не выдержав той невероятной жестокости, с которыми властями пытаются подавить наши ростки свободы. Вот. И я бы хотел вначале представить вам Андрея Остаповича. Это следователь Следственного комитета, который бросил, собственно говоря, службу и в этих органах. Он пытался хоть как-то повлиять на ситуацию, но в результате ему просто-напросто пришлось уезжать. И в данный момент он является руководителем инициативы «Байпол». И я думаю, он может нам рассказать именно вот об этом, почему силовики сейчас все еще многие продолжают работать на режим, и что происходит на этом направлении. Андрей, можно вас? Да, все, наконец-то слышим. Получается, мы как раз нашей инициативой частью из нее собрались сегодня, обсуждали тоже свои вопросы, деятельность. Инициатива заключается в том, что мы в настоящий момент готовы помогать таким же сотрудникам, как и мы, вынужденным уехать из страны и покинувшим свою деятельность. К сожалению, происходит преследование таких сотрудников, очень серьезного выходу из системы сотрудников. И основные направления опасности жильем, средствами для существования, изучением языка, обеспечением защиты вторжествами в детские сады. Все банальная система, кажется, но это очень важно для наших сотрудников. Уже объединившись в более серьезную структуру, мы начинаем такие направления работы, как независимое расследование пострадавших на территории Беларуси, и вынуждены в том числе выехать в Польшу, в иные страны. И, заметив все эти недостатки в системе, пришли к тому, что нам необходимо для защиты сотрудников внутри системы создавать профсоюз в силовом блоке полностью. Это не только милиция, охранные войска, внутренние войска, и все военнослужащие, МЧС, прокуратура, суды и так далее. То есть весь силовой блок, насколько мы это считаем. Необходимы имеющиеся там недостатки в плане, я не знаю, от самого начала это медобеспечение, выделение жилья, выделение зарплат, распределение этих зарплат, занимаемых компетентными людьми должностей. Очень обширное, то есть нам не хватит времени обо всем этом рассказать. Также проведение реформ именно в силовом блоке, которые уже давно назревали и требовали себя, проявить устранение всех недостатков в системе уже в плане ее осуществления работы на местах. И, конечно же, ректификация тех самых сотрудников, которые себя запятнали, скажем, вкратце так. Со мной мои коллеги, вступившие в эту инициативу, могут представиться, сказать, кто есть кто. День добрый. Меня зовут Владимир Жигарь, я бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска и
Немножко по совместительству бывший охранник Светланы Тихановской. Добрый день, меня зовут Матвей Купрейчик, я бывший старший оперуполномоченный управления наркоконтроля и противодействия торговли людьми Минского исполкома. Наша общая цель – это в первую очередь обеспечить безопасность сотрудников, которые встали. Цель – это проведение независимого расследования всех пострадавших людей, чтобы эта информация никуда не исчезла. Может, у ребят есть что в таком кратком объеме, о чем-то более конкретном мы сейчас рассказать не успеем, к сожалению. Да, я думаю, что мы... Также одним из наших направлений нашей деятельности мы хотим... Продолжайте. Хорошо, так свои основные направления рассказали. Я думаю, что на этом мы можем и закончить, если время подошло к концу, к сожалению. Я думаю, что можно будет потом вы, по крайней мере, озвучиваете, что вы действуете, и в будущем те, кто интересуется, смогут легко найти информацию уже о том, что вы делаете, и я думаю, что и участники этой панели в будущем будут поддерживать контакты, работать так или иначе вместе, потому что многие здесь заинтересованы в том, чтобы изменить эту правоохранительную систему в Беларуси. Вот. И я бы хотел передать сейчас слово немножко в другую сторону, в Канаду, Артуру Лекшта, офицеру канадской полиции, который может нам в том числе и рассказать, а как собственно говоря, полицейские во всем мире воспринимают то, что делает белорусский ОМОН и вообще, что происходит по этому направлению? Добрый день. Слышно меня хорошо? Всем привет. Спасибо большое, что пригласили выступить. Очень большая честь, в первую очередь. Как восприняли полицейские? Да, в принципе, тут ребята особо и не знали, что происходит в Беларуси. Вообще, Беларусь для канадцев маленькая страна, и все ее воспринимают как часть Советского Союза. Как-то о белорусах мало наслышано, в основном это по хоккеистам, которые здесь выступали, Гробовский, Костицыны, либо большая диаспора Украины, поэтому про Украину очень многое знают. Конечно, я рассказывал, что происходит, потому что на самого наложил отпечаток, и мой начальник тоже заметил настроение, и я делился и фотографиями, и видео, и рассказывал, что происходит. И, конечно, люди даже вообще не могли понять, как это такое может происходить в 21 веке, в современном мире, в Европе, в центре. Но, опять же, они осознают, что это как часть Советского Союза, то есть по России они наслышаны, да, что там многое может происходить. Но реакция, конечно, была, она не может быть нормальной у нормального человека. Еще я хотел бы уточнить, а вот как вы относитесь, как вообще полицейские в мире относятся, не в мире, а конкретно у вас? Как они воспринимают вообще такие идеи, которые звучат с нашей стороны, что ГУБОПИК, собственно говоря, надо обвинить международным террористической организацией, и подобные инициативы по международному преследованию силовиков из Беларуси, которые выполняют эти преступные приказы? Вы имеете в виду... можете перефразировать попроще вопрос? Хорошо. Сейчас в последнее время начала появляться инициатива, по которой люди призывают признать ГУБОПИК и других силовиков, которые участвовали в этих жестких разгонах, террористической организацией. И что вы думаете про это? Это вообще возможно? Возможно ли вообще участие других полицейских со всего мира в такой инициативе, в подобных петициях к международным организациям и прочим? Или это мало перспектив имеет? Да нет, но здесь нужно сдать международное право. И я, к сожалению, международное право не знаю, но если это возможно, опять же, в рамках международного права, то, конечно, это все возможно. И возможно получить поддержку других стран, министерств, ведомств.
Спасибо большое. И я хочу передать слово Светлане Хилько. Это тоже это бывший старший следователь, белорусский бывший старший следователь, который не выдержал работы в этой системе из-за того, что она действительно у нас немножечко прогнила. И сейчас полностью сменила свое направление деятельности. Вот. И я думаю, что вот как раз Светлана сможет рассказать о своем опыте работы по этому направлению за последнее время. Добрый день всем. Да, спасибо большое за представление. Я не знаю, есть ли возможность поделиться экраном и виден ли он, но виден, отлично. Хорошо, значит, когда я узнала, что мне предоставится возможность участвовать в международном форуме белорусов на тему силовиков, я обратилась к действующим сотрудникам. Я постараюсь вкратце изложить буквально те тезисы, которые за 2 дня набросали сами действующие сотрудники по поводу реформирования системы и того, как они это видят. После получения ответов мы выделили определенные направления реформирования системы и хотели бы поговорить именно о будущем. Проблемы, которые сейчас есть в системе, их было много тоже озвучено, но из-за недостатка времени мы не успеем по ним пройтись. Значит, было выделено 5 основных направлений работы: фундаментальные принципы, организационная структура, отбор обучения, кадры, надзор и международный опыт. По поводу фундаментальных принципов люди высказались о том, что, конечно же, необходимо возвращение к охране, к задаче охраны правопорядка с приоритетным направлением восстановления законности вместо политического сыска и приоритета в виде приказа, который существует сейчас. Нужна разработка системы некоторых ценностей или кодекса чести, конституции силовиков, можно назвать это как угодно, и обучение сотрудников алгоритму проверки соответствия той работы, которую они выполняют, этим ценностям. Дать четкое определение преступного приказа и алгоритм действий сотрудника при его получении. Также везде должно проповедоваться как истина, что неисполнение преступного приказа – это не просто право сотрудника, это его святая обязанность. Гласность и открытость, финансирование, количественный состав, зарплаты – все это должно быть гласно, открыто и доступно гражданам. Конечно, мы не можем выделить здесь все фундаментальные принципы. Опять же говорю, это та информация, что была собрана за 2 дня. По поводу оргструктуры. Очень много было дискуссий на тему того, что нужно убирать вертикаль. Под понятием «убирать вертикаль» мы понимаем такой принцип, когда, например, местный глава области избирается гражданами, губернатор, и этот губернатор назначает в своей области руководителя силовых ведомств, полиции, милиции, и эта полиция не подчиняется президенту, она подчиняется местным властям только. То есть это какой-то принцип шерифства, который, например, существует в США. У них свой бюджет, и до тех пор, пока этот шериф не нарушает закон, к нему никто не имеет отношения, и он совершенно независим. Также были высказаны мнения, что некоторые структуры, которые сейчас являются частью системы ОВД, нужно выводить из этой системы. ДИН и ОБ были даны как примеры. И профсоюз, о котором говорил Андрей, это очень такая больная и горячая тема. Люди совершенно не защищены, оказывается на них давление и репрессии. Там поднимаются списки вплоть до того, за кого они ставили подписи для выдвижения кандидатам и так далее, и так далее. То есть много всего происходит. Отбор обучения кадров тоже очень много было интересных мнений, начиная от того, что нужна какая-то нижняя граница входа в систему, интеллектуальный порог, тесты, психологическое тестирование независимое от МВД, сейчас оно полностью зависит, проверка уровня физподготовки, пропаганда новых каких-то уровней досуга здорового, набор лиц с гражданским образованием, то есть обычный вуз, если требуется для специальности высшее образование, плюс полицейская академия, начиная от 3 месяцев, и продолжаемое обучение в зависимости от способностей сотрудника, его амбиций и выбранного направления. Международные программы обмена опытом, когда-то они были в Академии МВД, потом их, к сожалению, не стало. Искоренение непотизма или кумовства при назначении на должность, приеме на работу, это тоже очень больная тема, когда люди не оцениваются по их реальным способностям, а назначение происходит из-за родственных связей. Уход от палочной системы, разработка критериев оценки эффективности сотрудников более комплексной.
надзор за деятельностью сотрудников. Служба собственной безопасности, которая сейчас есть, она, опять же, занимается политическим сыском. То есть политическим сыском занимаются сами сотрудники в отношении граждан, а в отношении сотрудников занимается политическим сыском ССБ. То есть они ищут нелояльных. Вместо этого, конечно, это, опять же, должно быть искоренение кумовства, коррупции и то, что идет именно на благо системы. Общественная комиссия по надзору за правоохранительными органами — очень интересная инициатива. Это общественная комиссия, которая имеет доступ к различным материалам, проверок, уголовных дел и может в любой момент поднимать из архива какие-то материалы и давать им, ну, я скажу так, не правовую оценку, а общественную, поднимать общественные дискуссии по этим вопросам. И третье — сбор, обработка данных о деятельности УВД, публичные статистические данные. И последний момент, я бы хотела немножко сказать о международном опыте. Мы не обязаны применять все, что здесь делается. И, конечно, международный опыт, он в каждой стране зависел от текущих задач или проблем, которые они решали. Но было бы интересно рассмотреть такие страны, как Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия, Швеция. Там очень низкий уровень убийств на 100 тысяч населения и прекрасный у них процент раскрываемости, есть чему поучиться. США, система шерифства, местное самоуправление, профсоюзы, быстрая подготовка кадров, возможности договора с обвиняемыми. И особо интересна Грузия, мне кажется. Они решали, конечно, там в 2005 году свои определенные задачи, но мы можем взять, по крайней мере, принципиальность или тот подход, который они определили. Полиция была полностью реформирована, превращена в сервисную службу, не карательный орган. Руководство — это менеджеры без погон, жесткие наказания за коррупцию, увольнение целых подразделений. И, например, у них было уволено ГАИ, и 3 месяца вообще не было такой службы, как ГАИ. При этом дорожная обстановка не изменилась в худшую сторону. Они очень жестко действовали, то есть там были целые подразделения, которые за год 8 раз полностью менялся состав. Правозащитники, опять же, свободный доступ во все учреждения ДИН, РОВД и в любое время. Подозреваемые, ведущие съемку, открытое пространство, нет никаких кабинетов и возможности воздействовать на обвиняемых. Да. В принципе, я думаю, это все. Простите, наверное, много времени. Да. Но нет, но у нас, к сожалению, небольшая панель, надо укладываться. И, собственно говоря, вот я хотел бы немножечко уточнить. Вот следующий панелист, который еще не выступал у нас, это Игорь Макар, это бывший сотрудник подразделения «Алмаз», краповый берет, спецназовец, вот, который достаточно много работал, насколько мне известно, после своего ухода из этих органов. Он ушел уже давно со всякими там различными данными. И вот я хотел спросить его мнение. А вообще, что с этой вот нашей прогнившей МВДшной верхушкой можно сделать? Потому что, насколько я понимаю, в ней есть достаточно большая проблема. Игорь? Да, всем добрый день, коллеги. Значит, да, я действительно работал в «Алмазе», порядка 5 лет. До этого я работал порядка 1 года в ОМОНе, поэтому я эту систему знаю изнутри, как никто другой. Значит, и все, что происходит вот именно сейчас, в данный момент, это абсолютная правда. Значит, все мы понимаем, что Лукашенко в нашем теле – это как заноза, которую нужно было доставать и извлекать уже давным-давно. И это попытался сделать когда-то Юрий Захаренко. К сожалению, это все закончилось личной трагедией. Но Лукашенко перед этим не остановился и создал такую репрессивную машину, о которой я совсем недавно говорил, то есть которая предназначена именно для внутреннего подавления. То, на чем я хотел бы заострить свое внимание, как с этим бороться, это повторить, что нужно создать рабочую группу, то, в принципе, что ребята и занимаются. Единственное, что нужно более детально и более конкретно, именно основываясь на фактах, значит, предоставлять информацию, которая будет доказывать о совершении преступления любым сотрудникам. Если, значит, сотрудник не выявлен, все равно информацию собирать и впоследствии работать над тем, чтобы установить личность сотрудника, звание, там, должность и т.п. и т.д. Значит, режим Лукашенко на сегодняшний день, по мне, он страдает от одной очень важной и серьезной весомой причины.
он очень боится предательства. Он об этом говорил всегда. Он говорил об этом, начиная уже, когда еще работал в «Алмазе». Был момент, когда он приезжал к нам на базу. Естественно, там было все показано, оборудование, оружие там, и т.п. и т.д. Там где-то показывали показательные выступления. Когда он уезжал, он сказал одну такую вещь, которую я раньше не придал значения. Он сказал, что сейчас я вижу, какая у меня защита. Сейчас я понимаю, о какой он защите говорил и почему именно у него, а не у народа. Нажимать нужно именно на то, что для него будет, в итоге обернется тем, что он просто станет как пустое место. А то есть это именно на силовой блок. Он может простить любого сотрудника, который совершит преступление, который унизил, избил, издевался над гражданами, которые имеют свое там гражданское видение своего там долга, там свою там какую-то гражданскую позицию. Он может даже простить министра, который был задержан при получении взятки в размере там $300 тысяч, чтобы вы понимали, который позже смог убедить Лукашенко, что это не взятка, а это взятые деньги на хоккей. Это смешно, но это так и есть. В итоге мы все понимаем, что это не убеждение Лукашенко, это просто, я думаю, что это убеждение, подтверждение того, что он останется быть верным вот этому преступному диктаторскому режиму. Значит, по поводу рабочей группы я предлагаю эти усилия объединить, потому что ребята над этим очень-очень много работали. Значит, у меня есть очень много контактов в силовых структурах на сегодняшний день, и можно эту информацию всю собрать, объединить и сделать очень-очень серьезную машину, потому что с Лукашенко, повторю, и это очень важно, с ним нужно бороться только его методами. Значит, я в свою очередь понимаю, как сплотился на сегодняшний день белорусский народ, и для меня это очень важно, потому что я участвовал в кампании президентской очень-очень непосредственно у Козулина, я это все видел изнутри, видел, как человек отказался подтасовать бюллетени, то есть голосовать за Лукашенко, и чем это обернулось, там 5,5 лет тюрьмы. Значит, поэтому я решился на шаг. Скорее всего, я буду публиковать информацию, которая имеется о тех преступлениях, чтобы все люди, все сотрудники, а в основном сотрудники, чтобы они увидели именно систему Лукашенко изнутри. Я буду публиковать информацию о том, как в застенках МВД, в КГБ готовились преступления, как они совершались. Значит, самое главное, что в этом замешаны были первые лица государства, а в частности непосредственно сам, который назвал себя на сегодняшний день президентом, Александр Григорьевич Лукашенко. Я, наверное, закончил. Благодарю вас. Собственно говоря, уже есть комментарии, например, у Артура к презентации Светланы, но мы должны пройти по всем панелистам, потому что у нас самый наш, пожалуй, знаменитый из участников этой панели – это Михаил Пастухов. Это тот человек, который, собственно говоря, работал с Конституцией и для Конституции нашей страны, которую извратил Лукашенко. И я хотел представить вам бывшего судью Конституционного суда Республики Беларусь, у которого действительно есть что нам сказать, но не по конкретным вещам, которые происходят у нас в силовых ведомствах, а по тому, как нам можно идти дальше, как нам нужно изменить эту ситуацию в Беларуси. Приветствую всех участников нашей панели. Я внимательно выслушал ваше выступление. Все они имеют под собой реальную основу. И
я думаю, что нас объединяет то, что все мы понимаем, что происходит преступное, откровенно говоря, действие в отношении мирных граждан со стороны силовых структур. Их можно квалифицировать по разным статьям Уголовного кодекса, в том числе и бандитизм, можно говорить и даже о терроризме, можно говорить об организованных группах. Вот. И совершенно понятно, что эти преступные действия должны получить соответствующую оценку. Также те граждане, которые пострадали от этих незаконных действий, должны быть уверены в том, что виновные будут привлечены к ответственности, справедливость восторжествует. Вот, и этим, собственно, и живут наши граждане, что когда-то у нас пройдет вот эта темная туча, которая обрушилась в довершении коронавирусу на белорусский народ. Вот. Здесь высказывалась инициатива, о чем говорил Андрей, о признании силовых структур, в том числе ОМОНа, подразделения милиции по борьбе с организованной преступностью, там других подразделений еще внутренних войск преступными организациями. Но такое возможно только, конечно, после того, как изменится ситуация в стране. Что касается международной юрисдикции, то этим вопросом очень активно занимается известный юрист Гарри Погоняйло. Он обсуждает возможность реализации уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступления с позиции отдельных стран. Вот. То есть может возбуждаться уголовное дело, условно говоря, в Украине, там, в Литве, по жалобам белорусов, которые пострадали от преступных действий. Но насколько возможно, насколько эффективно с позиции той же Литвы ставить вопрос об ответственности каких-то там должностных лиц, силовых структур, либо еще там кого-то. То есть это неотработанные механизмы, как и вопросы международной ответственности за совершение вот этих жутких преступлений против мирных граждан. Как известно, Международный уголовный суд может применять свою юрисдикцию только тогда, когда будут представлены лица, обвиняемые в совершении преступления. И еще, что более существенное, страна должна быть членом вот этой Римского договора, как говорят, 1998 года, которым был учрежден Международный уголовный суд. Опять же, обращение в Международный суд ООН в Гааге возможно тоже только по инициативе официальных властей. То есть все эти механизмы, к сожалению, для нас пока не реальны. Вот, создать какие-то другие международные механизмы весьма проблематично, учитывая, что все эти вопросы зависят от усмотрения 5 основных членов Совета Безопасности ООН. И там право вето обладает каждая страна, в том числе Россия и Китай, которые могут препятствовать этим инициативам. Хочу также отметить, что мне понравились соображения Светланы Хилько, которая высказала, как следует реформировать нашу правоохранительную систему, прежде всего органы внутренних дел, органы следствия. Хочу сказать, что Светлана правильное предложение. Я разделяю и фундаментальные принципы, и организационную структуру. Вот. Но в то же время, что касается создания общественной комиссии по
контролю за действиями силовых или правоохранительных структур, вот, надо все-таки, наверное, решать вопрос о парламентской комиссии. Это более эффективно. И думаю, так со временем и будет у нас, когда все правоохранительные органы, в том числе и спецслужбы новые, они должны поставлены под жесткий парламентский контроль. Ну и понятно, что все выступающие сегодня говорили о том, что необходимо реформировать систему силовых структур, ну, называется в широком смысле слова правоохранительных органов. На самом деле у нас они далеко не правоохранительные, а, как было сказано, репрессивные, карательные, аппарат, машина, как вот говорил Игорь Макар. Вот. И необходимо это все принципиальным образом изменить. Что касается, ну, могу буквально тезисно сказать, учитывая лимит нашего времени, что касается, например, органов внутренних дел, то это самая сейчас многочисленная силовая структура, численность штатного состава МВД и территориальных органов никто из белорусских граждан не знает. Раньше эта цифра варьировала за 130 тысяч человек штатного состава. Но сколько сейчас осталось, включая и внутренние войска, включая спецподразделения, которые сейчас тоже активно работают на улицах Минска, сказать нельзя. Но совершенно очевидно, что это очень многочисленная структура, которая должна быть кардинальным образом сокращена до европейских стандартов, не более, так сказать, скажем, 300 полицейских на 100 тысяч населения. У нас за 1400 с чем-то. Вот. Нам не нужно столько этих силовых структур. Их, безусловно, надо в максимальной степени сократить, вывести ряд подразделений из МВД. Многие военизированные должности необходимо сделать гражданскими. Вот, как говорила Светлана по линии сервиса, значит, сервис структур, то есть это должны быть люди, которые не без военной формы. И таких должно быть, я думаю, ну, не меньше половины в новом составе органов внутренних дел. Причем министр должен обязательно быть гражданским лицом и избираемым парламентом. Говорят о том, что необходимо вывести департамент исполнения наказаний из состава МВД. Я считаю, это тоже будет способствовать гуманизации нашей системы исполнения наказаний. Вот. Что касается следствия, вот, то я, например, убежден, что следователи не должны носить военную форму, как сейчас. Это военизированное подразделение, жесткая военная дисциплина с палочными показателями, как правильно отмечено. Это должна быть гражданская служба, и должности должны... Михаил Иванович, простите, что прерываю. У нас заканчивается время, надо еще как бы по вопросам немножечко, чтобы осталось. Я это понял. То есть необходимо реформировать всю эту систему, и представления на этот счет имеются у юристов, и сделать ее демократичной, сделать ее гласной, сделать ее профессиональной, сделать ее самостоятельной, и самое главное, сделать ее уважаемой в новых условиях. Вот по примеру, как, например, я смотрю на Артура Рек, что, по примеру, условно говоря, Канады, чтобы вот могли так вот молодые ребята чувствовать себя свободно, независимо и знать, что они служат действительно закону, служат народу, служат правам человека. Вот такие должны наши быть новые правоохранительные органы, которые должны защищать права человека и служить закону. Спасибо. Спасибо огромное. Насколько я знаю, что у Артура были вопросы еще, комментарии к выступлению Светланы. Я думаю, что после вашего выступления у него тоже какие-то могли появиться комментарии. Артур, прошу вас. Можно? Да. Да, 3 момента. Первый, вы вообще все молодцы, ребята, готов вам помочь. Я есть в Фейсбуке, в социальных сетях, поделиться опытом. Закончил 2 полицейских колледжа здесь, в Канаде, один в Саскатчеване, второй в Калгари, вот недавно. Поэтому, пожалуйста, пишите,
поделюсь опытом. Один момент по выступлению Светланы. Обязательно с ней свяжусь, Светлана, если интересно и будет время, а также с остальными участниками по поводу системы шерифства в США. Здесь мы всегда смеемся, и в колледже это первое, что нам рассказывают о том, что есть большая разница между Канадой и США, так как в Канаде есть независимый совет внутри мэрии города, который не подчиняется мэру города. В полиции же по-другому. Полицейского начальника города выбирает мэр. То есть есть немножко здесь заинтересованность и сбой в системе именно демократической. В Канаде это совет, который не подчиняется мэру, который назначает начальника полиции, и этот начальник полиции, вся полиция подчиняется этому совету, в котором состоят там преподаватель и другие. То есть вот такой есть очень интересный момент, готов им поделиться, потому что разница большая. Мы об этом всегда говорим, здесь сравниваем всегда с американцами, и очень гордимся, вот какая система есть в Канаде, насколько она прозрачная, независимая и четкая. Еще раз, ребята, всем вам добра, крепкого здоровья, потому что время уходит. Я скажу, Вы все молодцы. И, пожалуйста, главное, знайте, что ваша страсть, ваше желание помочь и изменить что-то в нашей Беларуси, оно обязательно все изменит. Поэтому не сдавайтесь, наступают моменты, когда опускаются руки. Мне легко говорить, потому что, хорошо, да, действительно хорошо, но пользуясь моментом, Макар Игорь знал многих алмазовцев тоже, когда работал с Наумовым в хоккее. Поэтому, ребята, держитесь, все будет хорошо с вашими знаниями и вашей силой. Также, уважаемый Михаил Пастухов, давайте поддерживайте своих, и все обязательно получится. Спасибо. Спасибо большое, Артур. И я хотел бы немножко тоже прокомментировать выступление Светланы. Светлана, еще обратите внимание на опыт Эстонии. Да, я знаю, что я хвалит свой шесток, конечно, но в данном случае это постсоветская страна, которая умудрилась провести полную реформу, вплоть до пистолетов. То есть ПМов здесь нет. Вот. Да, тут много моментов. У нас настолько ограничено время. Да, я понимаю, но вот вашу презентацию я очень рада, что есть дискуссия. Да, вашу подготовку мы вывесим. А еще у меня тут возник вопрос к Михаилу Пастухову на тему, что появилась инициатива как раз-таки о том, что нужно умудриться провести суд в Гааге против Лукашенко, что его должен судить международный трибунал. Но, насколько мне известно, Римский статут мы не подписывали. Вообще это возможно? Хотя бы в теории? Просто, может быть, вы подскажете. Я считаю, что, наверное, это и невозможно, и нецелесообразно. За все содеянное должны отвечать лица, совершившие противоправные действия перед народом. Это будет, на мой взгляд, справедливо, когда народ будет давать свою оценку действий тех или иных представителей власти. Я думаю, что это, конечно, вопрос не сегодняшнего дня, но в последующем будут сформированы все-таки относительно самостоятельные правоохранительные органы и суды, которые могут расставить все точки над «и», восстановить законность, демократию и справедливость в новой Республике Беларусь. Спасибо огромное. И я бы хотел уточнить у Игоря Макара. Он говорил, что он начинает работать по этим направлениям тоже. Насколько я понимаю, Байпол начинает уже тоже в этом же направлении двигается. Есть идеи у других ребят. Может быть, я хотел спросить его, как он считает, вообще действительно ли нужно, чтобы все и те, кто на этой панели, и все силовики, которые уходят из Беларуси или ушли до этого раньше, чтобы они объединялись в одну инициативу и пытались изменить положение дел в Беларуси и достучаться до до силовиков, которые продолжают все еще подчиняться Александру Григорьевичу. Игорь, как ваше мнение? Да, Андрей, совершенно верно. В принципе, я в этом даже не уверен, я в этом даже убежден. Потому что с преступным режимом Лукашенко нужно бороться только его способами и его методами. Это уже доказано и показано. Значит,
По поводу объединения, это конечно, это очень важно, это все объединить и показать. Нужно показать свою силу. Почему? Потому что, 2 секунды отвлекусь. Я когда перед своим отъездом разговаривал с министром внутренних дел, на то время это был Владимир Наумов, он мне сказал четко и конкретно, что: Игорь, на этих выборах я даже не представляю, что будет делать КГБ. Разве что будет мне показывать, где кто куда побежал, и т.п. и т.д. Все буду решать я, у меня сила. Поэтому нам нужно тоже показать свою силу, показать свою сплоченность и, опираясь на фактах, как я и говорил, все более подробно и детально разбирать и самим заниматься, делать эту структуру и в этом направлении продвигать. Вот. Ну и, собственно говоря, еще один вопрос, который у меня возникает вот из нашей этой дискуссии, он относится как раз к Андрею, к инициативе BIPOL. И да, он частично затрагивает Артура. Начал ли BIPOL сотрудничать, вот как раз-таки взаимодействие с профсоюзами полицейских мира? Известно, что в Беларуси профсоюза у силовиков нет. Ну, потому что в Беларуси, собственно говоря, отсутствие их профсоюза – это возможность контроля дополнительного же над силовиками. И вот я хотел узнать насчет этого. Возможно, международная солидарность силовиков смогла бы помочь в сложившейся ситуации? Это ко мне, Андрей. Да, я бы хотел спросить вас, и вот как раз-таки Андрея, а он на связи? Да, его не видно. Ой, и похоже, все-таки связь у них плохая. Тогда, может быть, я спрошу вас и Светлану насчет этого вопроса. Что вам известно на эту тему? Какие-то инициативы идут или пока это только-только зарождается? Давайте я тогда быстренько скажу. Что касается меня, с нашей стороны нет, только на индивидуальном каком-то подходе, тот, кто заинтересован, да, как я, как белорус. Поэтому, а так, конечно, это возможно, потому что я сам вам расскажу, когда в Украине изменилась ситуация, я сам лично встречал, когда был на курсах в Академии полиции Канады, встречал делегацию из Украины. То есть они очень активно работают с Канадой, очень активно из США, и более того, мой сержант, то есть сержант здесь должность достаточно высокая в полиции, сам ездит на Украину и работает в Академии патрульной службы, которую они реформировали. Поэтому, конечно, все возможно. И создание профсоюза, всего остального, опыт, насколько я знаю, Канада вообще вместе с Трюдо, они очень открыты по международным этим вопросам и помощи. Поэтому однозначно возможно. Есть, еще раз говорю, очень много заинтересованных лиц, поэтому все возможно. Светлана, может быть, вам есть что-то дополнить для этой темы? Да, полностью согласна с тем, что Артур сказал. Все эти организации, они очень открыты. То есть буквально ты можешь с любым человеком связаться, они всегда готовы идти навстречу и обмениваться опытом и рассказывать о том, что они делают. У нас еще есть в США такое сообщество, оно образовалось как-то самостоятельно, белорусов, которые работают в силовых структурах США. То есть у нас есть люди, которые работают в вооруженных силах, в пожарной службе, в полиции. Мы как-то делали фильм там какое-то время назад, и они все, конечно же, имеют связь со своими профсоюзами, то есть на самом деле найти эти контакты легко, но на сегодняшний день я не имею информации о том, что эта работа ведется. Это очень хороший такой момент, я думаю, что эту работу нужно начинать проводить. Уважаемые слушатели, к сожалению, и участники, к сожалению, наше время подошло к концу. Как я говорил, у нас, к сожалению, очень достаточно краткая панель была на эту тему. Однако я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем все тоже связаться вот так вот в Zoom и уже спокойно поговорить на все эти темы, потому что у нас действительно, точнее у вас, я не очень отношусь к этой теме, но у вас есть о чем поговорить. У вас реально есть о чем поговорить, и вы реально можете посодействовать изменениям в нашей стране. Потому что то, что Андрей, сейчас происходит... большое спасибо. Я не хотел вас перебивать. Да. Огромное спасибо за профессиональную модерацию, за профессиональное ведение этой секции. И большое спасибо всем участникам. Ребята, девушки, вы сильные, вы смелые люди. Молодцы. Возвращайте свободную Беларусь и помогайте в построении правового государства, свободного общества. Вы нам нужны. Спасибо.